Дорогие ребята, сегодня замечательный день. Вы в год 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина находитесь в колыбели пилотирования космонавтики в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. В этом центре готовились все наши первые космонавты, действующие космонавты. Через центр проходит много астронавтов из зарубежных стран, Америка, Европа, Япония. А также были международные программы в Советском Союзе, как вы знаете, программа «Гиперкосмос», где Советский Союз вместе с странами Варшавского договора летали вместе на орбите и делали очень большую программу. И сегодня, начиная нашу процедуру, мы хотим предоставить слово министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми Якимовой Наталье Владимировне. Еще раз вас приветствую. И прежде чем от себя скажу, я не могу не зачитать слова главы, потому что за этим конкурсом, за этим мероприятием наблюдал Владимир Викторович лично, и лично меня попросил принять участие и от его имени передать приветственный адрес. Дорогие друзья, рад приветствовать всех участников и победителей творческого конкурса «Тяга в небо». Вам выпала уникальная возможность побывать в Центре подготовки космонавтов в колыбели российской пилотируемой космонавтики. Здесь начинал свой путь первый покоритель космоса Юрий Гагарин. Эта поездка – награда вам за победу в творческом конкурсе «Тяга в небо», посвященном 60-летию первого полета человека в космос. В конкурсе приняли участие более 160 ребят. Было прислано немало замечательных работ, посвященных и авиации, и космонавтике. Будущее нашей республики и талантливой, образованной молодежи, такими как вы, с активной жизненной позицией и стремлением к самореализации, смело идущим вперед к достижению своих целей. Мы гордимся вами сегодня и уверен, будем гордиться в будущем. Вы еще впишете немало добрых страниц в историю нашей республики, которая в этом году отмечает свое столетие. Я хочу пожелать вам удачи, успехов, открытий, развивайтесь и достигайте своих целей. Вот такие слова вам каждому, дорогие наши участники, передает глава Республики Коми. Я передам этот приветственный адрес, наверное, организатору, скажем так, самому инициативному, Ольга Алексеевна БНК, я все-таки передам. Пусть останется в республике, я думаю, что Спасибо большое. Приглашается Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Шарипов Сержан Шакирович. Сержан Шакирович выполнил 2 космических полета. Один из них на американском шаттле, на нашу орбитальную станцию «Мир», которую сегодня мы посетили, а также один длительный полет на космическом корабле «Союз» уже в составе экипажа Международной космической станции. Длительная экспедиция – это больше полугода, 2 выхода в открытый космос. Человек-легенда. И сегодня Сержан Шакирович будет вручать призерам категории школьников дипломы. Я тоже на слово скажу, я тоже хотел от имени всех космонавтов, от руководства центра, от специалистов центра поздравить вас с победой. Я хочу сказать, что вы лучшие и лучших, поэтому флаг в руки и вперед. Да. Дорогие друзья, приглашается в номинации стихотворения Мария Абидова «Инта». Номинация «Фото». Никанор Толстых, Воркута. Номинация «Эссе». Павел Истомин, Сосногорск.
Итак, уважаемые друзья, сейчас мы переходим к награждению категории студенты. И для награждения мы приглашаем Кулакова Сергея Анатольевича, главу представительства группы компании «Руститан» в Республике Коми, заместителя председателя Совета Сыктывкара. Вы те люди, которые сегодня добиваются побед. Вы несете ход нации. Чтобы вы понимали, я очень хочу, чтобы через некоторое время я увидел, что вы стали героями нации. Поэтому спасибо, что вы приняли участие в этом деле. Спасибо. В номинации «Рассказ» приглашается Алина Бабенко. Сызранский район. Номинация «Стихотворение» Алексей Павлов, Сыктывкар. Номинация «Фото» Екатерина Буковская, Нижпогодский район. Номинация «Эссе» Диана Торлукова, Сыктывкар. Номинация «Рисунок» Кирилл Ширяев, Сыктывкар. Алексей Архипович Леонов, помимо того, что вот это был замечательный человек, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Союза Советских Социалистических Республик, он был замечательным художником. И он выпустил замечательную книгу «Человек и космос». У нас сегодня 3 номинации. Для награждения приглашается Сарижан Шакирович Шарипов. Для вручения «Человек и космос» приглашается Ефимова Наталья Владимировна, министр образования, науки и молодежи Республики Коми. Для меня такая честь, спасибо огромное. Спасибо. Я не знаю, у меня, кажется, эмоций больше, чем у детей сегодня. Поздравляю. Для вручения книги «Человек и космос» приглашается генеральный директор информационного агентства БНК Куликанова Ольга Алексеевна. Для вручения книги «Человек и космос» приглашается Кулаков Сергей Анатольевич, глава представительства Республики Коми. Наша организация Центр космонавтов всегда приветствует школьников, молодежь, кто очень увлекается авиацией, космонавтикой. Центр всегда поддерживает таких ребят, как вы. Хочется вам пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, у вас все впереди, как бы, и желаю, чтобы вот те мечты, которые у вас есть, чтобы они осуществились. Мы ждем вас, конечно, в центре подготовки, кто захочет работать в ЦПК.
заканчиваете учебное заведение, может кто-то из вас, ребят, будущих космонавтов, да, которые полетят на Марс. Поэтому удачи вам во всем и успехов в будущем.